Олег Волчек, в прошлом следователь прокуратуры, депутат Минского горсовета, а сейчас один из самых известных, пожалуй, правозащитников в Белоруссии и одновременно зампредседатель партии БСДП и член президиума партии у нас в гостях. Здравствуйте, это БСДП Ньюс, в студии Александр Бураков. Сегодня тема у нас будет очень сложная и интересная. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Олег, на данном этапе я не буду конкретизировать, потому что всем, кто интересуется политикой, это понятно. Да? У меня вопрос. Что важнее, заниматься правозащитной деятельностью, либо все-таки партийным строительством? Ну, я скажу, что, к сожалению, сегодня больше вопросов правозащитной деятельности, надо людям помогать, да, чем партийным строительством, в связи с тем, что очень сложные условия и финансирования партии, и идут репрессии на местах по партийным, и поэтому большая часть времени у меня уходит на защиту членов партии и других людей в регионах, в Минске. Но единственное, что чем сегодня мы много занимаемся в партии, то судебно-правовой реформой. Вместе с Михаилом Ивановичем Пастуховым мы ее готовим на протяжении уже 5-6 лет. И вот здесь у нас больше идет работа вот в этом направлении, потому что партия все-таки это легальность, и мы можем легально издавать книги, легально письма направлять чиновникам и говорить об этом. А так, конечно, немножко у нас сложные условия в Беларуси работать по строительству структур партийных. Вот. Мы знаем, это проблемы с юридическим адресом. Как только человек в маленьких регионах вот сейчас попадает, вот особенно после последней кампании, сразу начинается участковый, с розыска приходить, стать на какой-то учет, на профилактический учет, там еще. И, конечно, люди или прекращают активно заниматься, или съезжают из страны. К сожалению, вот такая ситуация, если говорить. Смотрите, ну вот вы говорите о том, что какие-то наработки есть на будущее. А если мы все-таки коснемся вот нынешней ситуации, вот после выборов правозащитники запустили такое понятие, как правовой дефолт, да, вот их оценка. Скажите, а вот что с ним делать вот здесь и сейчас, на ваш взгляд? Я вообще оптимист в плане того, что закон надо в любых условиях применять. И, к сожалению, это хороший вопрос задали. Вот мы очень многим людям помогаем сейчас жалобы составить по административным. И всех людей прошу, не платите штраф. Все удивляются, как не платить? Да, потому что есть закон, который позволяет обжаловать апелляцию, на апелляцию в президиум, председателю. То есть, Это затягивает. Ну да, затягивает, просто. Но это не просто затягивает время. Во-первых, мы втягиваем всю судебную систему работать, отвечать. И я вам скажу, что если человек идет, вот как мы говорим, до Верховного суда, есть вопросы, когда меняется отношение к человеку, судейским, бывает прекращают, бывает уменьшают штраф, понимаете, то есть мы создаем практику. И поэтому я всегда говорю, надо все равно использовать юридические механизмы. И поверьте, что я поездил и в Европе, и в Штатах, я изучал разную практику защиты прав человека, и я скажу, что у нас не хуже законы, где-то и лучше. Единственное, что правоприменение страдает. То есть дефолт в том, что закон есть, но он не работает. Не работает, да. Но надо по чуть-чуть подтачивать эту ситуацию. И сегодня мне уже 2 человека звонило по этому поводу и говорит, что когда штраф платить, я говорю, нет, давайте я объясню, что можно апелляцию. Даже люди не знают, что можно обжаловать. Вы понимаете, насколько правовой нигилизм, что решение суда можно обжаловать. Кстати, касательно вот этой темы, как вы считаете, вот юридическое образование надо давать молодежи когда? В школе, в детском садике, в институте, вот где человек должен узнать, что можно с помощью законов защищать свои права? Я скажу так, что лет 20, может быть, этот вопрос был не актуален, но сегодня по правам человека уже дети знают,
То есть Инстаграм, да, есть сайт. Ну, это самообразование. Самообразование, да. Смотрите, а образовательная система должна уделять этому внимание? Конечно. И я считаю, что надо, я вообще сторонник того, что с детского сада надо начинать, что ты личность, что ты человек, что у тебя права, что ты равен, что взрослый это взрослый, ребенок это ребенок. И, конечно, потихоньку человека надо прививать чувство собственного достоинства. Ну, смотрите, вот более конкретный вопрос я задам, да? Вот в каком возрасте имеет смысл говорить человеку о законодательстве, о том, что он может им пользоваться, чтобы он понял, и это не было для него пустым звуком, чтобы он, может быть, уже попробовал даже? Ну, я думаю, что уже можно с класса 4-5 потихоньку начинать. Вот, объяснять уже к этому возрасту. Ребенок уже понимает, осознает и уже начинает интересоваться большими вопросами, чем школа. И кругозор у него разрастается. И вот я думаю, это нормально было. Смотрите, да. Ответ есть, это вот в виде ремарки. Да? Вернемся сейчас к нашему дефолту. Да? Немножко истории. Я знаю, что в 1998 году с вашей подачи Мингорсовет создал комиссию, я вот процитировал, да. Это была комиссия по расследованию жестоких действий сотрудников милиции. Сейчас возможно такое? И второй вопрос, кто вот, какая структура, может быть, властная структура, кто мог бы вот попробовать хотя бы это сделать? Ну, в 1998 году я был депутатом Горсовета, и тогда еще депутаты Горсовета фактически были избраны реально были людьми избраны. И я вам скажу, что вот эту мою инициативу провести вот это депутатское расследование поддержало большинство депутатов. Среди них были и директора школ, и были предприниматели. То есть это не узкая какая-то там оппозиция была, это люди разных профессий были. Они поддержали. Мы провели тогда сессию на Минском городском совете, была специальная сессия, и обозначили проблемы эти. Но это был последний Минский городской совет, который мог что-то проводить. Сегодня это нереально, чтобы кто-то возбудил. Хорошо, смотрите, если сегодня Мингорсовет это не может сделать, а кто-то, вот видите, вот хоть какую-то структуру, кто мог бы хотя бы поставить вопрос таким образом? Знаете, эту структуру кто мог бы поставить? Сегодня нету легитимных органов, которые бы зависели именно от народа, понимаете? То есть вообще никаких? Ну, никаких. Мы сколько пишем прокурору, который должен, мы уже знаем по всем делам, не влияет никак это. Мы пишем тем же, условно, признаем, не признаем депутатам, но депутаты как описывают? Это не наша компетенция, это суды, это прокуратура, друг на друга. И сегодня получается, что люди остались без правовой защиты. Да, действительно, это надо, в отдельных каких-то моментах мы что-то выигрываем. Бывает такое, что мы выигрываем, но это по мелким вопросам. Но в целом у людей нету, кто бы его защитил. Смотрите, но в то же время политические партии, которые называют оппозиционными, да, на самом деле это, скорее всего, такое диссидентское уже движение, да, потому что зажимают. Но тем не менее, это же легальный, представительский, что ли, орган, да, люди сами идут в партию, сами чего-то добиваются. Политические партии могли бы что-то делать, и что делают? Вот БСДП, например. Я считаю, что может политические партии делать. Во-первых, легальный статус есть, так? Можно организовать комиссию по расследованию, общественную комиссию при партии, допустим, по нарушению прав человека, подготовить мониторинг и направить в государственные структуры. Конечно, есть закон об обращении граждан и юридических лиц, закон о партии, обязан нам в течение месяца ответить. И если будут грубые нарушения закона, то, конечно, должны будут приняты меры. Но я скажу, что это одна из форм, но, честно говоря, не всегда предложения партии поддерживают государственные органы. Но вместе с тем, я думаю, что чем больше мы подаем этих обращений, идет все равно такая моральная защита человека. То есть он Смотрите, а БСДП как партия занимается этим. Да. Но я знаю, что вы как правозащитник очень много присутствуете в судах, а вот именно партия реагировала каким-то образом на этот правовой дефолт? Понимаете, чтобы реагировать, это надо еще раз провести большой мониторинг всех судебных дел.
А сегодня проблема в чем? Что сегодня только могут адвокаты участвовать. Даже вот были попытки по административным делам, чтобы были представители от партии. Где-то допускают, но в большинстве сейчас уже не допускают тоже. И вот, конечно, нам сложно получить доступ к делам, ну, изучить и подготовить. Но думаю, что, в принципе, все это возможно, все зависит от инициативы людей на местах. То есть партия может предложить, так, но, как я уже в начале разговора говорил, многие месяц-два начинают борьбу за свои права, а потом устают или их запугивают. Вот это проблема сегодня в обществе. То есть довести до конца вопросы защиты прав человека. Смотрите, вот если взять нашу нынешнюю диктатуру, которая, ну, скорее всего, это уже ее конец, да, если сравнить, на что она похожа? Это, ну, не гитлеровский, наверное, режим Германии, да. но может быть какой-то другой. Вот на что это похоже, вот из истории? Я не знаю, на что похоже. Это авторитарная власть, и я думаю, что она тоже модернизируется. Сталинская одна власть была, режим. В 70-х годах, когда я рос, это был другой брежневский режим определенно. Там тоже психушки отправляли людей, тоже высылали. Это все мы проходили. Это такой своеобразный, просто он более современный режим диктатуры. Более современный. Он, как бы, видите, показывает. Есть и парламент у нас, видите. И у нас город чистый, видите, вот у нас есть милиция, как часто говорят, да, безопасность мы можем обеспечивать, но копани глубже, мы это все видим, это все та же авторитарная власть, которая ущемляет права граждан, и, ну, она не то, что на кого-то похожа, она своеобразная. Своеобразная. Вы знаете, я подвожу к следующему вопросу. Вот, не знаю, правда ли это, вот хочу вас спросить, да, правда ли, что вы мечтали работать в КГБ? Да, ну, следует... Вот сейчас это признание звучит как-то с двойным смыслом, что ли. Вы не жалеете, что хотели служить в КГБ? Дело в том, что в 1985-1988 году я служил в пограничных войсках, а погранвойска КГБ относились к СССР. И я участвовал в Афганистане, и после службы командир говорил: поступай в школу КГБ, у вас в Минске есть. Но я не знал, что в Минске в школу КГБ надо с высшим образованием поступать. Я пришел туда, обратился к ребятам, говорю, вот хочу. Но мне сказали, надо на юрфак сначала, а потом мы тебя пригласим. Ну да, и я думал, они про меня забыли. И я уже, когда был на 4-м курсе, уже был помощником прокурора Фрунзенского района, уже следователем работал. Ко мне они пришли, и меня убеждали, прокурора убеждали, чтобы я все-таки пошел к ним работать следователем, значит, в КГБ. Но уже на тот момент, на тот момент еще я скажу, что сотрудники КГБ намного отличались от нынешних. Это все-таки профессионалы советских времен, эта школа еще осталась, и знание языка, это умение на допросах вести. Вот это, я же уезжал с ними тоже на взятки, на задержание опасных преступников, когда общественным помощником был. Конечно, это были ребята совсем другого уровня. Но меня не заинтересовало из-за того, что там жестко подписку ты даешь, то есть выезд за границу, туда. И все-таки прокуратура это более демократическая такая структура была. Я любил путешествовать. Много было запретов. Да. Вот смотрите, я тоже подвожу к чему. Вот прошло 30 лет, получается, да? Да. Ну, кадровый потенциал, он полностью растерян. Вот можно ли реформировать, либо надо разгонять? Я думаю, что сегодня уже ничего реформировать невозможно. Как и КГБ, как МВД и как Следственный комитет. Это надо проводить серьезную, не то что реформа, это просто надо полностью все менять. Все, вот брать здание старое, как мы переносим, и делаем красивое, как грузины сделали. Стеклянное здание полиции, где там каждый сотрудник виден на виду. Вот так же надо и у нас будет все это делать. Ну и получается, что и кадровый состав на 100% менять? Я думаю, что, может, на 100 не поменяется. Все будет, мы возьмем опыт Украины, они создали общественные комиссии с участием юристов как государственных, так и юристов независимых. И просто создали систему, квалификационную комиссию, надо пройти, изучить каждого досье дела. Если ты пройдешь, пожалуйста, работай.
но по закону работай. А как вы считаете, вот те, как вы говорите, профессионалы КГБ, которые работали, например, ну, вот в начале 90-х годов, да, вот они бы сейчас занимались тем, чем занимаются нынешние их коллеги? Не, я по-другому скажу, что те профессионалы, которые были в 90-х, 2000-х и ушли, они бы сейчас бы вернулись. То есть они переживают за то, что рейтинг упал спецслужб, ну, в этом плане, потому что они все равно общаются с людьми, и каждый им задает вопросы. Вы такими были? Поэтому это очень многих задело. И они готовы вернуться, несмотря что есть некоторым по 50 и по 60 лет, но готовы на руководящие, и, ну, быть наставниками, ну, прийти, да. Но сегодня вопросов очень много по исполнению, как они исполняют свои законные обязанности. Ведь закон о КГБ, он тоже нормальный, демократичный, там, соблюдение прав человека, обжаловать действия сотрудника КГБ можно. Можно возбудить дело, если ты нарушил, да. Но опять же, все Олег, есть. ну смотрите, я подвожу к началу нашего разговора. У нас правовой дефолт, а его авторы кто? Все-таки вот эти сотрудники, которые деградируют, уход старых нормальных сотрудников. Вот что привело к вот этому дефолту? Вот я не могу тоже понять. Меня вчера, знаете, что задело в Боровой. Если вы обратили, участковые ходят по квартирам, так, и флаги забирают, и еще, и там такой... И собирают просто информацию. И там такой полненький офицер такой, и он так спокойно говорит, надо собрать, надо это. И вот мне всегда встает вопрос, не он же этот инициатор, кто инициатор вот этих всех, вот этого всего, ну, бездействия такого должностного, что люди... мало того, что должны закон защищать, они просто бездействуют, не защищают законных граждан. Кто руководит? Министр? Ну, я думаю, не министр. Я думаю, это все свыше где-то идет. С администрации президента, ну, откуда еще? С этой, может, безопасности, кто руководит, чтобы вот это, ну, шло такое давление на граждан. Ну, смотрите, но есть же стереотипное понятие офицер, там, честь офицера, да? Получается, ну, они же не тупые люди, там, заканчивают, например, академию милиции. Да, и ну, он же понимает, что есть автор, а по сути вот этот дефолт делается руками вот этих вот участковых. Знаете, у них вот тоже 2 дня назад мы с бывшими сотрудниками разговаривали, я говорю, что происходит у вас? Идет серьезная психологическая обработка вот этих людей, настолько жестко там идет, что вы работаете на защиту Конституции, на защиту народа, то есть каждый день у них идут вот эти фильмы, показывают. И вот это все, я думаю, что люди просто отключают мозг, у меня только так, отключают мозг, или они настолько зомбированы, ну, что слепо верят в то, что говорят сверху. До сих пор некоторые думают, что люди выходят на митинги проплачены. Я вот, не поверите, полгода прошло уже, вроде бы информация есть. Ну, всем все понятно. Всем кажется, понятно, да. но все равно вот эти, которые ходят по квартирам, и их руками, правильно вы говорите? Ведь отвечать будет не министр, не Караев, не другой министр будет отвечать, да, будет исполнитель. И всегда это были и в 90-х годах, когда я был, и в 70-х, и 80-х отвечал всегда исполнитель. Никогда не ответит начальник вышестоящий, у него не будет письменного приказа. Все делается устно. Это мы уже проходили, мы знаем, как устно. Ну, смотрите, вот если понять, скажем так, вот структуру вот этого правового дефолта, то можно будет с ним как-то справиться. Вот у вас есть какой-то рецепт? Ну, вот вы как следователь, человек с опытом, вы, возможно, как говорится, гоняете, может быть, в мозгу какую-то мысль, да, и вот к чему вы приходите? Вот что делать с этим? Вот как из этого выбраться? Не, ну, опять же, это мы только выбраться после того, когда будет у нас парламент, мы изберем, когда поменяется Александр Лукашенко, уйдет на пенсию или куда-то уедет, я не знаю, и тогда у людей будет свобода выбора, то есть будет независимый парламент, будет независимая та же прокуратура, настоящий следственный комитет, тогда этого и про дефолт мы ничего не будем говорить. И, конечно, будет средства массовой информации не в тюрьме сидеть, как сейчас сидят журналисты, правильно? А, ну, будет такая реальная 4-я власть, как в каждой стране. То есть, получается, понимаете? Только выборы. Только выборы. Понимаете, мы не можем, мы же тоже уже, возвращаясь, реформа МВД, это, а потом крутим, и опять выходим на выборы. То есть пока надстройка вот эта по выборам не изменится, когда будут настоящие
избранники от народа, тогда же и пойдет легче. И менять МВД или КГБ, это все надо в комплексе. И опять мы упираемся все с выборами, это надо все делать. Но пока до выборов, пока не поменялась ситуация, как правозащитник всем говорю обязательно, правовые механизмы есть. Смотрите, неправ участковый, обжаловать его вышестоящему начальству. Служба безопасности есть. В областной УВД обжаловать можно. Понимаете, тут большое. Можно обжаловать прокурору района, его действия. Можно обжаловать суд. Мы тоже про это... Но за это надо деньги уже платить. Ну, надо деньги, но просто механизмы есть. Это, опять же, люди, чтобы не ленились, понимали, что каждый день надо все равно бороться за права. Почему мы проиграли? Многие проиграли вот эти за 26 лет, и время проиграли, я так сказал. Люди проиграли время, и многие сейчас такой в депрессии, в растерянности. Нас было много, и вот сейчас полгода мы так боролись. Она не ломается, система. Конечно, она не поломается, потому что мы каждый день отдавали свободу. А вот если бы каждый день мы по чуть-чуть хотя бы защищали свои права и свободы, да, там, перед участковым инспектором, перед прокурором, перед председателем райисполкома, если он что-то не так сказал, не то, что сделал, было совсем по-другому. То есть сопротивляться надо до последнего. До последнего, и опять же, можно без оружия, есть закон. Какой бы он ни был, но это все равно наше оружие, закон. Олег, ну и последний вопрос, немножко он будет на другую тему, на партийную, да? Да. Скажите, вот вы же разговариваете с бывшими сотрудниками, с вашими коллегами, некоторые на пенсии. А если говорить о политических предпочтениях их, вот они больше социал-демократы, может быть, либералы, вольются ли они, вот если завтра поменяется, например, все в государстве, по-другому задам вопрос, станут ли они опорой вот партийных организаций? Потому что это же люди все-таки с какой-то выправкой, с понятием дисциплины. Вот партийная система за счет них может развиваться, либо нет? Я думаю, если будет нормальный закон о партиях, если будут по партийным спискам выдвигаться, еще раз говорю, в парламент на нормальных выборах, я считаю, что потенциал очень большой. Смотрите, они пойдут, конечно. А пойдут в какую партию? В СДП либо в другие? Знаете, настроение я думаю, что в большинстве, я скажу так, в большинстве моих бывших коллег, они не разбираются, так честно сказать, потому что у нас не было правовой культуры, что такое социал-демократы, что такое либералы, что такое правые, что такая центристская партия, понимаете. Но интуитивно все равно люди хотят ту партию, которая защищает права человека, социальная защита, то есть, где гарантируется пенсия, понимаете. Ведь многие понимают, что пенсия их сегодня зависит от экономики. А экономика они уже увидели, часть экономики уже выехала. Мы имеем айтишники, специалисты среднего звена, врачи уехали, и всегда им задают, мы тоже 3 дня дискутировали, откуда ты думаешь пенсия? Говорит, конечно, с экономики. А если уехали, кто будет платить? Да, встает вопрос. То есть свои 800 рублей, 1000, как некоторые получают, они могут через 2 года и не увидеть. Для многих это может быть открытие. И вот открытие, и вот они почему сейчас, еще раз мы возвращаемся к пенсионерам, бывшим коллегам, они сейчас больше вовлекаются в вот эти политические процессы. И заметьте, их много вышло на протестных акциях. Я был тоже поражен. Я знаю, не всех позадерживали, но я был удивлен, что это было заметно, ходили мои коллеги, и 10-го, 11-го были, и 12-го, и последующим ходили. Я говорю, чего тебе не сидится? У тебя же есть это. Самый главный вопрос. А что я потом скажу, допустим, внукам, уже у многих внуков, а внуки уже такие зрелые, все понимают, да, все говорит, что я потом скажу? Когда он без работы останется, когда его вот самый главный вопрос, вот тоже мы вчера, у нас узкое такое заседание было, обсуждать, дети боятся выйти во дворы. То есть сегодня стереотип такой, почему боятся? Потому что есть дяди, могут забежать, захватить или папу. Террор фактически. Террор, да, и по домам. И, конечно, это бьет по самолюбию бывших сотрудников. Вот сейчас идет процесс над бывшим начальником заводского РОВД Кулаковским. За то, что он ушел, 20 августа уволился, и вот они ему мстят. А как ты мог уволиться с этой системы? Поэтому я напомню, те, кто в этой системе остался, вы не думайте, у вас боевого братства нету. Есть боевое братство у нас афганцев, у пограничников, кто на передовой стоял. Да, мы если свистнем, мы соберемся завтра, если надо будет. У вас братства этого нету. Надо так им объяснять.
Они сдают друг друга так быстро. Вот на этой ноте мы должны закончить. Олег, огромное вам спасибо. Это было БСДП News. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, показывайте эту программу друзьям, соседям, родственникам. С вами был Александр Бураков. Всем до свидания. До свидания.